Добрый день! Хочу представить для вас свое новое приобретение, коим является приклад на ружье МЦ-2112. Я его получил недавно, установил на свое ружье и хочу немного рассказать о нем. Вот это ружье МЦ-2112 является моим первым ружьем. Я с ним охотился. Оно, в принципе, очень хорошее ружье, имеет хороший бой, хорошую резкость при выстреле. Но вот единственное, что меня не устраивало, так это его родной заводской приклад, который, ни для кого не секрет, что заводы-изготовители делают приклады на среднестатистического охотника, каковым я, видать, не являюсь. Он мне не совсем подходил так, как надо. Поэтому со временем я купил себе второе ружье. Это было Бенелли Винчи. Легкое, прикладистое, хорошее ружье. А это вот ружье после этого стало чаще стоять в сейфе, чем использоваться. Так продолжалось какое-то время. Потом один раз на соревнованиях по компакт-спортингу, в которых я иногда участвую, я стрелял в одной группе с незнакомым мне тогда еще Юлианом Ивановым. Мы потом с ним познакомились, а тогда в одной группе стреляли, и во время перерыва там между стрельбами ружья стояли в пирамидке. Я заинтересовался его оружием, попросил разрешения и взял, подержал его Крикхов, ружье Крикхов. Так, скинул, прицелился. Вообще, для меня показалось вообще идеальное ружье. И про себя подумал, потому, наверное, оно и стоит более миллиона, поэтому и такое прикладистое, хорошее оружие. Все, положил, поблагодарил, и на этом все вроде бы. А потом на других соревнованиях я уже у другого тоже участника увидел такое же ружье Крикхов. Он тоже стоял в пирамидке, посмотрел на него. Что-то мне показалось, что это какая-то разница в оружии. Тоже попросил разрешения, взял, подержал его, скинул так. И это тоже вроде Крикхов, тоже дорогое, качественное, удобное оружие, но приклад мне показался не такой прикладистый, как вот у Юлиана. Потом уже после соревнований я спросил у ребят там знакомых, а что Крикхов там разные, да? Они говорят, а что такое? Я рассказал ситуацию, такую я держал ружье Юлиана, а сегодня вот другое ружье, тоже Крикхов, но мне показались они совершенно разными. И ребята говорят, нет, ты что, это у Юлиана же тюнингованный приклад, у него своя фирма, там делает приклады, и вот ты держал Крикхов с тюнингованным прикладом. Такая информация, такую информацию мне дали, на этом так дело закончилось. А вот нынче под весну прошла информация по WhatsApp, там реклама была, что вот фирма Якут Снайпер Юлиана Иванова начала делать приклады на заказ для ружья МР-155. Так, я посмотрел, мне понравилось. Конечно, МР-155 это несколько другое ружье, чем вот это МЦ-2112. Я решил спросить, все-таки узнать, а вдруг делают такой приклад для вот этого оружия. Нашел контакты Юлиана, позвонил, он сразу ответил, все подробно мы так поговорили. Он сказал, что да, в принципе,
хотелось бы попробовать, не делаем, сказал, но еще не делали, но вообще хотим так начать делать приклад для такого оружия. И если ты согласен, то мы можем попробовать сделать для тебя. Ну и я, конечно же, был согласен, мы с ним договорились. Он отправил мне по WhatsApp видеоинструкцию, как вот, снять размеры, чтобы приклад сделан подходил именно для меня, по моим параметрам. Там вот, кисть, расстояние, все было, все как надо я сделал и отправил. И вот через некоторое время я стал вот счастливым обладателем вот этого данного приклада. С этим прикладом это ружье получило вторую жизнь, можно сказать. Это уже совершенно другое ружье. Вот, если раньше приходилось, вот, например, вскинуть и начинаешь вот так, подстраиваться, приходилось подстраиваться, чтобы планка там и прицел совпадал, то сейчас для этого, с этим прикладом такого уже не нужно. Достаточно прижать к плечу и уже готов к выстрелу. Раз, и готов к стрельбе. Вот. Тут регулируемый гребень под себя выстраивать, регулируемый затыльник тоже под свое плечо. Все как надо может регулировать. Получается даже, как спортивное ружье. Я вот удивляюсь, почему сразу нельзя на заводе сделать вот такой приклад, чтобы человек взял и максимально под себя мог его подогнать. Не знаю, почему так, но не делают. Пусть даже цена будет чуть дороже, но зато человек, охотник, получил бы для себя то, что хотел, и подогнал под себя, подстроил, и уже охотился бы с удовольствием. Я очень благодарен фирме Якут Снайпер за этот приклад, и лично Юлиану Иванову выражаю благодарность. Большое спасибо за этот приклад, за то, что вы занимаетесь таким нужным делом. И вот рекомендую всем, у кого есть вот такое оружие, МЦ-2112, в Якутии у нас их, я знаю, много. Закажите себе вот такой приклад, и вы не пожалеете. На этом все. Еще раз большое спасибо Юлиану Иванову и фирме Якут Снайпер. Спасибо за внимание.